Продолжается рабочая поездка главы Башкортостана Ради Хабирова по Баймакскому району. Глава региона сейчас в селе Ургаза. Прежнее название этого населенного пункта – Яковлевка. 30 лет назад село Яковлевка входило в состав Зилаирского зерносовхоза Баймакского района Башкирской ССР. Совхоз тогда славился как крупнейшее зерновое хозяйство, но сейчас ситуация другая. Глава Башкортостана Ради Хабиров в рамках рабочей поездки по Баймакскому району встретился с местными жителями. Тема разговора – наиболее насущные проблемы жителей села Ургаза. Тавраз Зулкарнаевич, ветеран профсоюзного движения, ветеран совхоза. Самый үлкендердің бірі енді авторитет ауыл кемеліндегі Тавраз Зулкарнаевич. Үлкен баладырақ юғалып қалалы солай вақытлысы. Hürmetli Ради Фәритұлы, һәм мәртәбәле қонақтар, Йылайыр ауыл биләмәһе Ургаза ауылы халқы да күрһәткән игътибарыгыз өчен һеҙгә ҙур рәхмәт. Ради Фәритұлы, мин һеҙгә ошо 90 йыллыҡҡа ардап сығарылған китап Йылайыр совхозы тураһында Йылайырская летопись. История легенда совхоза и судьбы. Ошо китапты һеҙгә мин ауыл хакимиәте исеменән, ошо халык исеменән һеҙгә бүләк итәм. Рәхмәт. Буш ваҡытығыҙҙа уҡырһығыҙ. Онда бөтәһе лә яҙылған. Миңә ниңә рәхмәт инде? Һеҙгә рәхмәт. Мына әйткәндәре беренче һораулар бар бит инде. Көнүҙәк һорауларҙы ҡуйһағыҙ. Безнең монда правительство да килде, мына премьер-министр безнең килде. Андрей Ильич. Иң кирәк нимә? Иң кәрәкле һорауларҙың. Да, пожалуйста. Вот у нас тут такая проблема в селе. У нас есть плотина, новая плотина. Вот ее построили еще в 90-х годах. И она каждый год ее засыпают, каждый год. И каждый год весной ее прорывают. То есть они ее осенью делают, весной ее прорывают. Осенью идет, уже так около 25 лет. Сколько я себя помню, так и происходит. Понимаете? Я живу прямо на берегу этой реки, и у меня дом, получается, самый первый стоит. И вот, понимаете, надо как-то этот вопрос вот решить, я думаю. И вот еще вот... Это муниципальный пруд. Это муниципальный пруд, сразу говорю. В свое время самостроем было выстроено. Там тело плотины, действительно, каждый год мы его в рамках чрезвычайной ситуации как бы засыпаем. И это там выше находится 3 скважины, которые запитывают именно это село Ургаза. Давайте я понял. Самое главное, вот как мне сказали, я вот спрашивал, это, наверное, вода, да? Да, водоснабжение, да. Вот я вам просто хочу сказать, по воде, значит, мы финансирование, на проектирование финансирование сейчас есть. Да. Если вы все время успеете, вот за зимний период, значит, лето начнется, начнем водой заниматься, прям строить начнем водоводы и так далее. Поэтому, вот, Андрей Геннадьевич, пометить надо, да, вот без воды не останется. Самое первое, вот давай с воды сперва начинать надо. Вот. Самое главное, без чего не можете жить, мне кажется, это вода. Но в этом году должны были проектировщики приехать, никто не приехал, ничего, другие сослались, теперь на следующий год перевели. Уфа водоканал немножко подвел нас, но мы так договорились, я с главой тоже переговорил, летом сюда. Ну воду можно оттуда с ледов протянуть и все. Как раз этим мы занимаемся. Как раз этим занимаемся. Тоже, вот поэтому по воде мы сейчас сделали. Это первое, что мне сказали. А потом вы скажете, что второе, сейчас поедем, у вас сельская больница участковая, я там не был, сейчас поеду, посмотрю. Но, скорее всего, она тоже требует ремонта. Так, у нас возможности есть, я вам точно говорю, значит, этим летом туда зайдут с капитальным ремонтом. Единственное, чтобы глава нашел врачей. У вас там всего лишь один врач, мне сказали. Терапевт или педиатр? Команда? Молодая терапевт, да. Поэтому надо сюда, надо педиатра найти будет вам, а ремонт вам сделать. Проекты где? Там мы 2 раза делали ремонт за счет провала фундамента. Уже трубы до того в негодность пришли. Там вкладывание
так скажем, не приведут Ну, что новое к ремонту. поставили? Да, у нас на 24 год заложена сельская участковая больница. Не будем, нет. Модульная. Значит, будем ставить, Андрей Ильич. Вкладывать Надо модульную ставить на следующий. Не стационар, чтобы открыть. Сейчас про воду сказали, у меня тоже вопрос к вам по воде. Как от всех жителей. Вода – это у нас жизненный вопрос, конечно. Мы живем, сколько живем здесь, я живу здесь 61-го года. Откуда воду тянуть только будете? Янгазы. Янгазы – это 12 километров отсюда. Там, в принципе, вот водоканал проект здесь. Проектант, пожалуйста, доложитесь, на какой стадии находится. На сегодняшний день выделено 2 участка поисково-разведочных для начала работ. В конце недели мы сюда заезжаем с техникой, начинаем непосредственно бурение и разведку. Да. Евгений, самый короткий путь. Самый короткий путь расскажите, сроки и так далее. Когда пиры пройдут, когда... Самый короткий путь, я думаю, что займет не меньше года. Тут проблема в лицензировании этого участка. У вас какие-то предложения есть, да? Ну, предложение то, что с водой бы, вот у нас поставили план 2002 год, проектирование. 22. Я приехал, я вам еще Все, раз мы говорю, поэтому- что вы должны завершить проектирование, чтобы летом начали работы. Какие объемы вы успеете, но вот еще раз говорю, вот раз так я сказал, значит, должно начаться. Ладно. Ну, мы надеемся, что вы не зря приехали. Я, собственно, для этого вот и именно. приехал. Поэтому- Я не гулять здесь пришел. Конечно, конечно. Мы поэтому и надеемся, что вы с правительством приехали, члены. Спасибо вам, что уделили нам внимание. По Что воде договорились. будем надеяться. Да, обманывать я не буду. Все. Звениться на них. По больнице я поеду сейчас, на месте примем решение. Канализация еще по всему совхозу. Вот канализация. Везде течет на улице. Значит, по канализации отвечу. Значит, мы рабочее совещание с министром ЖКХ проводили. Здесь рассматривается вопрос реконструкции существующих сетей канализования и отвода стоков. Очистные где у вас? Здесь очистных нету. Нет, секундочку. Секундочку. Очистных нету с установкой локальных модульных очистных сооружений. Этот вопрос мы обсуждали. И на той неделе Борис Владимирович готов сюда выехать или рабочую группу отправить. Мы этот вопрос прорабатываем. По очистным пока я не готов по очистным сказать, когда мы двинемся. Ну, воду тогда ведите, больницу делайте. Что еще? Что вот, Ради Хабирович, вот мы пенсионеры живем в двухэтажных домах, им уже 60 лет. Мы платим капремонт из своей 8-тысячной пенсии. И нам никакой, у нас уже фундамент ломится, у нас уже крыша разваливается. На когда вам сказали в очередь поставили по капремонту? Фонд когда сказал? Вы знаете, когда я звонила, они сказали до 42-го года. Ну, лично я, извините, я говорю, я не доживу. Они... А хоть какие-то дома ремонтировали? Никаких, Нет. Ни одного не было? Значит, А сколько здесь, примерно домов? здесь многоквартирных домов 21. Из них 3 это пятиэтажки. Это включает 2 общежития. Говорите, а инженерия, крыша не течет? Вот это Течет. нормально? Крыша течет, и фундамент течет, и уже подъезды вовнутрь входят. 60 лет. Мы своими силами что можем? Мы побелим, покрасим, но это же тоже опасно жить тоже. Мы, Ради Борисович, и этот вопрос мы прорабатывали. Мы с Беляевым прорабатывали. Беляев готов, как говорится, этот вопрос на уровень министерства рассматривать тоже. Мы тогда, я вам пришлю нашего председателя фонда капремонта домов. Я ему поручение дам, он какие-то деньги найдет. Сразу на следующий год много не найдем, но движение пойдет. Уже какие-то дома самые плохие, вот где именно крыша течет или где-то там это он начнет. Я ему дам поручение. Там, 11-13 дом. Хорошо. ну вот с главой, а глава сельского поселения где у вас? Здесь. Вы, да, глава? Пойди салават сюда. Турмандар. Сейчас, вот, Секундочку. по поводу капремонта. Вы тогда, он приедет, вы главой Ага. приедете, вместе посмотрите, какую-то сумму денег дадут. Много не дадим, но чтобы самые сложные дома, где вот крыша особенно течет, вот это начнем, ладно? С кровли начать, самое главное. Этому Сафонову сделать, выезд на следующей неделе сюда, провести совещание с главой и с главой сельского поселения. Вот. Мне кажется, это 62-го года вот наш Спортивного комплекса. вообще Он же развалились. есть у вас? Ну, есть, но он тоже валится там. Вот. Значит, она построена, она сравнительно новая, 2008 года. Всего-навсего. Там штат 2 человека всего. Техничка и тренер один. Он же администратор, он же и слесарь, он же электрик, все подряд. Короче, это зимнее строительство, и поэтому у него, значит, одна стена мокнет постоянно, потому что утепление кровли, потолка слабо сделано. И
С 2014 года там, значит, ни копейки не выделено для приобретения спортивного инвентаря. Ничего нет. Да, да. Поэтому- А что там инвентарь, что вам надо? Ну, Тренажер? там волейбольные мячи, боксерские перчатки, Олег сетки. Фаевич, его пенсионеры посещают. Самое главное, пенсионеры деревни, Ну, старожи. давай скажите, что нужно. Хорошо. Ну, сразу договоримся. За один приезд я то, что копилось, много не решу. Давайте договоримся. Вода. Самое главное вода. Вот, собственно, я из-за этого и приехал. И мы при- Вот это насчет Больницу я сейчас поеду посмотрю, тянуть не будем. Больница, вот вода, больница, мне кажется. Сегодня спокойно спать будем. Зур Рахмат. Я обязательно к вам приеду летом. Ну, надо будет и раньше приеду, так? Но вот то, что я сказал, перепроверить, я приеду вот летом. Мы району немножко поможем. Но я вам сказал, после Нового года пришлю мобильную передвижную, там на 3 кресла стоматологию детскую, на проезд по всему Она по району. деревням отработает, да. Это бесплатно. Выездной, Это бесплатно, пусть конечно, выездной это всё будет. бесплатно. Да, выездной. Потому что мы Да-да-да-да. везде же не поставим и так далее. И все ФАПы потихонечку тоже в порядок приведем. Но у вас сельский участковый, там я сейчас поеду и посмотрю. Спасибо. Урмар, Зема. Радфрич, за вами люди идут. Накопилось. Ух ты. Похвально. Ого. Все, внимание, готовы? Снимаю. Ребята, вот хотел спросить, если мы с руководством аграрного университета подумаем программу, чтобы вы по завершении шли там сразу на 3-й курс, вы пойдете вот учиться, или вы там не хотите продолжать? Пойдете такую историю? На 3-й курс пойдете, да? С удовольствием, я думаю. На 3-й курс и уже и так далее. Мы посмотрим, конечно. Булдел? Все? Все, рахмат. Рахмат. Мотор плохо, да? Фотографироваться на память. Давай. А как ты? Вот и подфоткает. Давай вот так. Все. Спасибо, счастливо. Во время встречи с жителями села Ургаза Баймакского района глава Башкортостана Ради Хабиров пообещал заехать в местную врачебную амбулаторию. Ради Фаритович, это постройка 1974 года. Строительство, фундамент треснул, трещины по стенам, второй этаж законсервировали. Цели очень большие расходы были. Сегодняшний день 80 тысяч в месяц платим только за отопление. 80 тысяч в месяц? Да. Поэтому отопление все... электрическое или просто... Нет, газовые. Наши свистит, котельные, 3 котла работают. В 2015 году были выделены средства на капремонт, значит, водопровода, воды, но правая часть здания абсолютно не подлежит ремонту, там все трубы обвалилось, то есть и произошел затор, в связи с чем функционирует только левая часть. Вкладывать сюда на капремонт смысла нет. Смысла нет, да. Поэтому сегодня тут находится у нас 6 круглосуточных коек на 150 посещений в смену, значит, амбулаторный прием. Здесь вот через зеленую зону мы вас ведем. Красная зона, зеленая Тут у вас зона, еще красная зона есть? Да, обязательно, везде. У вас еще госпиталь? Нет, не госпиталь. только на прием. Понятно. Да, чтобы, потому что 6 круглосуточных коек у нас здесь. Вот там тоже котельная, гараж, который требует очень больших вложений по ремонту, крыша течет. Будем подаваться, мы там в Минздрав. Смысла вообще нету здесь это ремонтировать. Да? Какого года это? 74-го. Смысла нет. Там фундамент полностью треснул, я говорю, все трубы. Сколько здесь вот оно обслуживает население, вот этот округ? 3240. 3240, Да, да? 600 детей. В самом Зилаире порядка 1400. Помогает. Сегодня у нас здесь один терапевт, как уже известно, вообще по штатам. 2 терапевта, 1 педиатр. Педиатр приезжает 2 раза в месяц, стоматологи раз в месяц. Здесь, значит, стационар вот справа. Ходить не Нет, будем? У нас стационар вы сохранили, 6 коек, Да, круглосуточное, да? Да. А питание как организовываете?
питание централизованное. Повар есть у нас. А повар есть? Да, готовит вот у нас. Лекарства есть? Лекарства. Ну, у нас централизованное обеспечение, мы получаем лекарства. Да. Ну, я говорю, то есть вы лекарства есть. А аптека есть здесь или нет? Тут есть, вот в нашем здании госаптека. Ну, есть аптека, Да, есть аптека, есть, у нас в селе есть. А сколько детей в округе здесь? 640. 640 детей. Да, 640 детей. А до года сколько? 10 до года. 16. 16 беременных, 10 детей. Динамика какая по рождаемости? Ну, есть динамика. Вот. Плюсами идете, Плюс. да? Серьезно? 1, 2. Да, вот так где. А так мы по республике в зеленой зоне по рождаемости. Да. Андрей Ильич, вот давай примем решение. Ну, маме какое предложение? Эту не трогать, а рядом строить. Да, Ради Фаритович, тут у нас 29 тысяч метров квадратных земля у нас, ну как собственности, в безвозмездном пользовании. Поэтому есть возможность здесь разместить, то есть землю оформлять не надо, в принципе. Ну, пока построим. Мощности котельной хватит, не знаете? Мощности котельной. Мощности котельной хватит, там 3 котла, практически вот 2 этажа. Больничная котельная? Да, на 2 больницы хватит, это точно, да. Мощный котельный там. Извините, пожалуйста, я хотела сказать, Ради Фаритович, мы просто гумурвы эшләдем, после больницы, нашим пенсия сақтым. Прекрасная больница была, ну, видите, и операционная была, и рентген, и все. И операционная была? Да, операции делали день и ночь. 8 врачей было, специалисты все были. Она все разрушилось, все разрушается. Теперь осталось единственное, ладно, вот молодая девушка приехала бы, ей очень благодарна, что она жила, работала. У нас население большое, 9 населенных пунктов, протяженность большая, педиатра нету. Больным ребенком наши мамаши едут через Сибай, Баймак. Педиатр к нам приезжает. Приехала молодая девушка, жильем не обеспечили, она уехала. Был стоматолог, приехал с семьей, 2 детей, жена, медицинский работник тоже. Жилья нет, уехал. Но жильем надо решать, помогать надо. По сельскому врачу нашему, по земскому врачу, мы же готовы вам. Найдите сюда человека. Я вас передвину, вот, вам сделаю это все. Вот, спасибо. Ну, у нас свой стоматолог. Врача все-таки они должны искать, и я им могу помочь чем. Да, у нас вот есть программа, миллион мы им даем, да. Пожалуйста, за я миллион здесь пользуюсь можно дом моментом, купить. что вот врач главный тут, поэтому мы ее никогда ни разу не видели. Поэтому. Ничего, вот увидите, критикуйте ее, все правильно вы говорите. Вот, что нам, ой, еще не дай вопрос, Марина. Да, вот как реконструкция или что будет с этой больницей? Вот наш премьер-министр, он в строительстве больше понимает, он предлагает новую быстрее поставить. Ну, чтобы а то эту ремонт начнем, закрыть придется. А куда ходить, куда ездить? А так пока здесь. Новую здесь поставим. Быстро возводим эти ватала. Забелину поставьте там задачу, посмотрим, где ситуация у нас получше, похуже, чтобы вот прямо сейчас внес мне предложение, чтобы зимой проектировали. Одна проблема врачи, вот то, что построить, как бы Я решаем. думаю, если нормально будет. А если будет рядом общежитие, не будет жить? Общежитие не будет жить? Почему не будут жить? Будут благоустроены, хорошие общежития. Я думаю... Нет, просто смотрите, вот какая тут больше 3 населения, 600 с лишним детей. Дети еще рождаются. Разве это плохо? Это очень хорошо? Очень хорошо даже. Еще будут. Конечно, да. Аллах вот. Поэтому душа болит за эту больницу. Пожалуйста, ярдам итегет. Если будет больница, и с врачами легче. Но вот я вот вам обоим говорю, вы найдите врача сюда. Найдите, я вам, скажите мне, позвоните мне. Мы тут же заключаем с ней договор, дадим ей наш этот миллион и вперед. Пусть в этом году у нас 1,5 миллиона, сюда на педиатра был выделен. Но, к сожалению, педиатры вот и так привлекали. Ради Фаритович, решим. Ради Фаритович, почему-то такой знаменитый совхоз вообще вытравили одним моментом. Никто к нам не приезжает. Ни глава республики, ни глава района не приезжали ни разу. Вот бирде келген yok. Шақырсақ, сізге делать нечего, мен сізге бармаймын, тез қоя тұрғайын. Вот, вытравили қойды. У вас по скорой машину сейчас как ситуация? По скорой машине, Ради Фаритович, у нас вот, практически за 3 года весь автопарк по скорой обновился. С января
21 года централизация в Сибае. Сегодня идет процедура передачи, то есть автопарк скорой у нас обновлен. Мы же туда же нам машин дали. Дали. 7 ноября, когда у нас были, мы еще вручили последний дозу. Олег Зятман, он, наверное, не был забелен здесь, да? Нет. Максим Васильевич, нет, Пусть не было. выйдет до Нового года сюда, прокатится и посмотрит. Потом доложится. Да, потом предложение палаты построить. До свидания. До свидания. Будьте здоровы. С этим, с коронавирусом у вас, то есть, немножко сейчас спокойнее стало, да? Да, поспокойнее, Ага. но дай бог новогодние праздники перейдут, чтобы быть без проблем. Да. Ну, вроде новогодние, мы же так, вроде часть разрешили, часть нет. Люди все равно так, как сидели дома, так и будет в большинстве. Да, А на улице не так страшно. Мы же, главное, все эти нормы соблюдайте. Хорошо? Спасибо. Давайте, держите. До свидания. Да? Найденов Юрий, фермер. Хотел вам сказать пару слов. У нас тут 40 хозяйств фермерских на базе совхоза. Но мы работаем вот с администрацией, в смысле помогаем как можем. Это самое. Так-то решаем все. В основном у нас полеводство. Полеводство, животноводства мало. Ну, я хотел бы сказать вам спасибо, то, что поддерживаете. Конечно, в этом году была засуха, сильнейшая засуха. Я вот сам 30 лет уже работаю. Спасибо за то, что поддерживаете нас. Геннадий Геннадьевич, вам спасибо, правительству. Вот это хотел бы сказать. Спасибо. Хороший, да. Сколько вам должен? Субсидии сколько недополучили? Субсидии. Ну, субсидии, ладно. Честно скажите. Ну, нам. Вернемся. Субсидии, ну, Самое главное, закупайте технику через Росагролизм. Да, потому что мы вот эти долги рассчитаемся, посмотрим, как дальше. Ну, все равно будем помогать, конечно. Ну, за Уральский район первыми рассчитывается. Да, ну, так-то мы. Гасим, так что, да? Спасибо. Рафик Фрич, вот правда, о чем задумались, когда жители села Ургазы жаловались вам? То на отсутствие канализации, водоснабжения, больниц проблемы. Ну, думал, что надо решать эти проблемы. Вот будем решать. Я говорю, мы сюда специально, видите, мы по Баймаку так целенаправленно, спокойно занимаемся. Мы были в Тимясово, знаем, какие проблемы. Были в Баймаке не раз уже. Я попросил еще у главы, где вот в Ургазах действительно люди, которые жили в одном из крупнейших российских всесоюзных хозяйств, сейчас вот в такой. Поэтому постепенно будем решать. Это третья точка в Баймаке, наверное, да? Да. Ну, плюс у нас еще есть там обязательства. На следующий год мы взяли ряд дорог сделать. Поэтому вот в течение 2-3 лет какие-то такие хронические болезни мы активно порешаем. Не только здесь, в Баймакском районе, а по Нет, республике. конечно, вы же сейчас про Баймак говорите, а так, конечно, у нас сегодня была поездка. Мы были, правда, по очень неприятной, скажем, тяжелой причине были в Абдилиловском районе, но сейчас мы едем в Сибай, у нас и в Сибай еще есть задача. До свидания.